Чудо рождается здесь. Вот так непримечательный кусок глины в руках мастера превращается в цветочный горшочек. А дальше по сценарию – сушка, печь, по желанию роспись. Горшок получится или ваза для цветов, а может быть и декоративная тарелка. Но не все так просто, как кажется на первый взгляд. Чтобы слепить глиняную фигуру, нужно нарисовать эскиз. Марьям Султыгова гончарным искусством начала заниматься 4 года назад. Потом я втянулась в это дело, и я безумно рада, что я начала этим заниматься. Потому что дело очень интересное, и оно у нас как-то не развито в республике. То есть тут еще есть интерес в том, чтобы принести это к нам. Попробовать себя в этом деле может каждый. Гончарное искусство во все времена славилось именно тем, что подходило даже людям с нарушением мелкой моторики рук. Всем желающим в доступной форме наглядно показывают, как пользоваться гончарным кругом, и объясняют, какая глина больше подходит и какие инструменты необходимы для работы. Мы еще можем вытянуть из этого сосуд, так как у нас, видишь, глины очень много на дне. После просушки изделие отправится в муфельную печь. Здесь главное не ошибиться. Совсем сырая работа может сгореть или остаться недостаточно прочной. В принципе, печь разогревается до 1500 градусов. Тут же в этой печи обжигаются потом и глазури, и стекла можно плавить, именно интегрированные в керамику. Среди участников и Муса Мартазанов. Сегодня директор школы искусств в роли ученика. Уже с первой попытки он смог не сбить центровку. В работе на гончарном круге это самое важное. Незамысловатая вазочка из-под рук Мусы по оценке присутствующих получила твердую 4. По словам народного художника, бесконечно можно смотреть не только на огонь и воду, но и на сам процесс изготовления изделий. В принципе, знаем в лицо каждого художника нашего региона, но у нас не было профессиональных керамистов. Были художники по металлу, обработке кожи, люди, которые занимаются коврами, но вот керамистов не было. Поэтому Марим будет первым керамистом в нашем регионе. И мне кажется, что выставки с ее участием, ее мастер-классы будут иметь определенный интерес у общества. В планах центра проводить больше мастер-классов и для детей, и для взрослых. Здесь все готово, и печи, и гончарные круги. Нужны только желающие приобщиться к этому искусству. Платить ученикам за уроки и мастер-классы не придется. Наоборот, они смогут даже заработать на своем ремесле. Лариса Дударова, Адам Далаков, Новости 24.